Привет всем, меня зовут Иван Бреусов, я являюсь музыкальным продюсером группы 101 и других команд. И я очень рад сегодня присутствовать здесь, потому что люблю музыку во всех ее проявлениях. Всем привет, это Сатори Седай, меня зовут Абу, а это моя сестра. Всем привет, меня зовут Кама, да, все верно, мы новая группа от GKS Entertainment, очень воодушевлены, я думаю, будет очень классно. Кстати, мы знакомы Я с очень творчеством XTZ. Да, и я в целом очень люблю наши казахские тренды, казахскую музыку, поэтому мы ждем, мы прям в ожидании. Будет интересно. Давайте посмотрим, услышим. Покайфуем. Да. Всем привет, ребята! Это команда Beep House. Меня зовут Даулет. Меня зовут Луна. Да, сейчас будем реагировать на треки и на клипы. XTZ. Будем говорить свое честное мнение. Или будем брать. Мы впервые в целом на таких, я не знаю, видосах, где реагируют, поэтому это довольно-таки интересно. Угу. Блин, начало уже, да? Классно. Ё-моё! Качает, качает. Сразу видно, то, что молодые ребята делают. Это продолжение такое? Вот честно, есть желание уже танцевать. Реально. Да. Если здесь слова не было, мы бы танцевали. Я вам отвечаю. О, эй. Вот здесь прям танцевать, да? Да, такая мощная хоряшка. Ту. Знаешь, как я себя представляю, когда слушаю эту музыку? Одел очки на машине. Это вот прям вот, как будто бы здесь будет дэнс-часть. Вау! Слышал, да? Да. Что это не ожидал? Вот это мощь! Эй! Это было неожиданно. Это то, что я не ожидал. О. Это Луни был последний? Угу. Чувствуется очень большая творческая составляющая, смешание стилей. По идее, как бы все идет из олдскула хип-хопа, который мы слушали в 90-е годы, но тут помесь идет также электроинструментов, ну, в смысле электронных ударников, я имею в виду много очень спецэффектов, классно записан голос, классно на самом деле все сделано, просто не хватает немножко, наверное, мастерства по мастерингу, я думаю. О, капец, круто! Блин, нет, Это реально эта песня классно. классная. Это реально всё? классная песня. Блин, хочу еще! Это классная песня, серьезно. На самом Вот. деле, вот чувствуется то, что делает молодежь, потому что последние дни, наверное, все слышали в трендах такие более спокойные песни. И это вот на самом деле вот прям будет во мне старые воспоминания, когда вот можно было реально потанцевать, покайфовать и
Это реально круто. Блин, а мне нравятся вот именно неожиданные переходы, знаешь, вот вроде бы все так классно, и здесь бац, и И, неожиданно. и, кстати, вот не всё надоедает. неожиданно, и мотивы, вот именно мотивы разные, и это прям вау. Если вот молодые ребята оценят, я вам отвечаю, вот вы зацените эти песни, эти треки. На что обратил внимание, немного несерьезно было сделано. «Ху!» Ну, это, наверное, потому что ребята молодые, еще не могут так. Мен вообще, типа, қазақша өлеңдерді жақсы көрем. И орысшаны да жақсы көрем. Менде бірақ жоқ қандай, типа, мен мына стильді только тыңдаймын деп ше. Маған қандай трек ұнайды, маған сөзі, вообще сөзі, өзінің биті, мағынасы вообще керек емес. Главное, вот, если качает, маған ұнаса, мен ести берем. Вот, енді бастайық. Ну, по идее, да, первый трек очень, начался с того, что... Это интро, да, еще было? Угу. Баси, да. Прям для хоряк очень хорошо подходит. Да, ну, Луна как профессионал своего дела говорит, что для хореографии. Вот, а как для меломана, типа, я бы послушал бы, почему бы нет, Да, на пару раз. Классно. Да. Но еще прикол в том, что я сразу треки не понимаю, я обычно переслушиваю их, Да, чтобы надо понять. несколько раз послушать, чтобы понять. Да, а для первого раза прикольно. Вот такой. И в конце, наверное, это уже ближе к кей-попу, наверное, отсылка, да, когда меняется ритм, когда делается такое вот отступление в конце, но это тоже интересно по-своему. Это, наверное, намек на вторую какую-то композицию, которая будет сделана дальше. Но так обычно раньше делалось. Я не знаю, как сейчас. Хотя сейчас я тоже слежу за музыкой. По 10-бальной шкале Блин, 11, я вам отвечаю. Классная я песня. ставлю... Лично мне очень понравилось. Я поставлю Вот эта песня мне нравится. 10. Ну, она потому что, знаете, это вот именно то, что нужно сейчас, поскольку сейчас кей-поп очень стреляет по факту, Корея. И здесь чувствуется нотка того, что любят все, но это вот новое что-то. Это же реально классно. 10. Это просто необычно. Сейчас для времени это просто необычно, и это, блин, что-то новое. Видно, что меняется, знаешь, прям вот так вот. И мне нравится то, что переходы, они не просто вот такие, типа, с переходами через медленно и более плавно и энергично, а сразу резко, вот как в Казахстане любят, резко, сразу, четко, как оно и есть. Вот. Так что как-то так. По 10-бальной шкале мне трудно сейчас сказать, поскольку я и не слышал еще остальные композиции. Это первая композиция. Ну, скажем так, по интересности прослушивания я бы, наверное, поставил 9. Да. Где-то так. Я бы 6 дал бы. Это же интро больше считается. Да. Ну, для интро по 7. Хорошо. Вау, все, уже люблю. Гитару. Мелодичная. Я обожаю гитару, я люблю уже. Она такая романтичная уже, мне кажется. Ощущение, будто в Париже, да? Тут дорама начинается. Вау. О, мелизма классная. Я пытаюсь сразу понять текст. А я не понимаю этого. Да, қайғырып жатқым Чего? Милый трек. Такой расслабляющий трек такой. Это на Альфа-Раби катаешься, вот так. А фон включил его просто. Блин, ну Она приятно. очень Она приятная. такая атмосферная, прям такая, прям... блин. Романтик. Да. Блин, мне так захотелось отношений. На самом деле. Не, очень классная песня. Она такая прям вайбовая, она такая милая, я не знаю. Ну, кочевая песня лучше. Ну, А в этой песне, ну, это уже ближе вообще к стилю 101 и лирики, которые, в общем-то, с которой меня ассоциируют.
Очень хороший баланс между гитарой, главным голосом и барабанами. Но как мне показалось, припев нужно выделить немножко из всей этой, из всего этого музыкального произведения путем того, чтобы просто добавить, скажем, громкости бэк-вокалам, которые там присутствуют. Все-таки это же группа, и как музыкальный продюсер я бы сделал так. То есть для того, чтобы люди сразу понимали, что это группа, нужно сделать акценты на таких вот вещах, на которых, ну, как бы нужно. То есть показать, что помимо одного голоса, там, да, голосоведения, вот, скажем так, присутствуют еще и другие ребята. И те бэк-вокалы, которые сделаны в припеве, они все правильные. Просто нужно их немножко поднять по балансу, немножко дать им плотности. Вот, а в остальном песня очень такая душевная. Я бы не переключил, если бы слушал радио. Мне нравится. Ну, прикольно, такой Такой прям шлячки трек. погрустить, что-нибудь такой. Когда монтируешь там, как это называется? Love story. Love story, Да, вот да, так да, кстати, подходит реально. тоже вот на фончик так. И припев хорошо запоминается. Мгм. Прикольно. Мне нравится. Нет, я этой песне Я ставлю закачал 15 из 10. Я ей поставлю 10 из 10, потому что песня ну, реально качественная и очень приятная. Кстати, да, насчет То есть- качества. Все треки, вот мы только 2 прослушали, очень Они качественные звуки. качественные. Нет такого, чтобы звук где-то там был глухой или что-то непонятное, все понятно. Даже за качество можно уже поставить 5 баллов, блин, просто. Да. Найс. Ну, 8, да. 8. Классный трек. Можно в туалет сходить? О, это вот американский вайб. Да, Это прикольно, кто-то прикольно. Детский голос. Прикольно. Охота, знаешь, вот так идти по улице и вот так делать. Да, кстати. Тут реально Аль-Фараби уже. Да? Это не так легко, как Это вот, мне кажется, идеальный трек для сериала. Да. Вот знаешь, сериал такой в американском Дорама, да? стиле. Да. Мне тоже кажется. Вау, вот реально вау, вау, вау. Классная песня, мне нравится. Очень позитивный, такой мотивирующий, я бы сказал, трек. Ударники в стиле уикенда, голоса классно записанные, все хорошо, в общем-то, сделано. Мне, вот еще раз повторюсь, он идеально подходит для... Вот, у меня такое представление, знаете, вот идет сериал, и вот во время сериала там происходит какое-то событие, и включается этот трек. Это реально круто. И, честно, чувствуется такая прям летняя атмосфера, то, что сейчас нужно, сейчас лето. Прям Да. кайф. И, кстати, треки, они... Вот ты прослушал, ты не забываешь
как бы мотив, да, он остается у тебя в голове, и ты его продолжаешь напевать. Потому что часто бывает такое, что ты прослушал трек, и чтобы его понять, тебе нужно прослушать его несколько раз, чтобы до тебя как-то дошла эта музыка, чтобы потом ее в дальнейшем петь. А здесь ты слушаешь и уже понимаешь, там, можешь танцевать, кайфовать. По фонограмме, опять же, я бы сказал такие, у меня есть пару нареканий. Первое, это основной синт, который задает всю тематику песни, его нужно поднять. То есть голос по сравнению с этим синтом звучит достаточно громко. Второе, не хватает немножко эмоциональных вот этих вот брейков в ударниках, да, то есть в переходах на припевы, допустим, на какие-то другие части, на бридж там и так далее. То есть я бы добавил брейков, да, то есть там, сбивок, там по-русски говоря. Вот. А в остальном все хорошо. Тут я тоже поставил бы 9. Опять же, вот я хотел бы уточнить, что 9 я ставлю почему? По 10-бальной системе. Только из-за вот этих мелких недочетов, которые, я считаю, нужно сделать именно звукорежиссеру. Это не касается песен. Песни я бы все оценил на 10, вот эти, которые я слышал уже 3-ю песню. Вопрос только технический, технического характера и аранжировки. Все. 10 поставил. Все. Ну, я бы поставил, наверное... А можно ставить 8,9? Можно 8,9. Трек... Хотя нет, 9 прям, вот твердая 9 можно. 8. 8? Ну, мне прям понравился он, такой веселый. Мне вот партия в начале понравилась. Это припев, да, получается? Ой. Вот, мне очень сильно понравился. Какое название? Это что значит? Ой. Все понял. Английским лингвистом, да? Мгм. Тупой. Вот, ой, 9. Мне Поэтому еще да. мне нравится то, что все эти песни, вот мы послушали уже 3 песни, и они все разные. Они, То есть кстати, да, они не абсолютно все. однотипные. Если это песня для альбома, то это вообще шикарно, потому что, ну, они все разные, и каждому понравится то, что ему ближе. Например, мне нравятся кочевые песни, энергичные, это первая песня. Моей сестре понравилась 2-я песня, более приятная, мелодичная. И вот под каждого есть отдельная песня, и это, блин, это реально классно. Это круто. И слов нет. На самом деле очень грустно осознавать тот факт, что мы не можем прослушать все треки до конца, Да. потому что они реально классные. Но, блин, я этому треку, наверное, поставлю чуть меньше. 9 из 10. Ну А да, то я все где-то- подумают, что мы я всем 10 где-то из так 10 же. ставим постоянно. 9 поставлю также. Да. Но еще плюс, я вот забыл, блин, что я хотел сказать. Мне кажется, то, что они специально нам не дают дослушать до конца, чтобы Да-да-да. оставить интригу. Вот. Кстати, Потом да, мы есть будем такая слушать и чуйка, есть такие, такая чуйка. «О, боже мой, Да вот вот они так, какие оказывается. плохие». Так что как-то так. Ну давайте дальше. Я думаю, там вообще будет прям вау. Келесі, мы профессионалы, продюсера этой музыки казахстанской, сидим, оцениваем музыку. Конечно. Вау! Такая, блин, не постесняюсь слова, по ощущениям, будто такая сексапильная песня, такая сексуальная. Вау! Если вы будете снимать клип, здесь обязательно нужна такая. Чтобы все были в такой классической одежде, в пальто, вот, знаете, такие Вот реально классика. микрофоны джазовые, вот именно вот такие, как у стендаперов. И красивые девушки такие на фоне, тоже в платьях таких красных. красном бордовом, блин. Вау. Мы уже додумали клип, знаешь, Да. типа. Может, вы нас наймете? Это вау. Я что-то услышал там. Ужас!
жаман ойлауын мазалайды мен деймін дейді. Сөйтсем треком почет. Знаешь, еще вот такие движения. Да. Блин, мне вот это прям нравится. Я же говорил, каждая песня отличается от другой. И это классно. Вау. Вау. Мне кажется, этот трек, он полностью передает вокал мальчиков, парней, кто вот участников группы, просто шикарно. Кстати, у всех красивый тембр голоса. Да. Все прям красиво поют. И на самом деле, как я знаю, высокие ноты не всем дано брать, но тут вот просто очень классно. Эй, вау! Кто это? Кто это читает? Я вообще, я фанатка низких голосов. Эй! Ну, такой романтичный, правда. Да, такой где-то. Такой. Ну, мне понравился он. Особенно припев, кажется, такой. Прикольно, да. Оценочка. Так, давайте первое. 6. 6? Почему? Ну, мне показалось, он слишком долгий. Ну, он долгий, да, но мне вот чисто вот Ты знаешь, я за только половину слушаю обычно. вот за припевчик я бы вот Но припев 8 реально дал бы, классный. да, хороший Ну, прям. офигенный. Ой, и вот эти треки прям вот зацепили. Так, классный лаунж. Такая лаунж-песня. Что бы я сделал? Опять же, в музыкальном плане. Вот припевная часть, она начинается с самого начала. Заявляет о себе, так сказать, да? Я бы сделал фишку из этого хода. На-на-на-на-на-на-на. Я бы здесь сделал провал в ударниках. Вообще бы там сделал только голос оставил и поставил бы звучок какой-нибудь типа колокольчиков, да, и как раз вот в этом бы было, вот в этой бы тишине, в этом моменте по аранжировке, была бы фишка. И это бы цепляло бы каждый припев. Спето классно. Гитарный сэмпл, надеюсь, это не сэмпл, а сыгранная гитара, поскольку она что-то мне напоминает, не знаю. Вот. И последняя часть рэпа мне понравилась больше, чем куплеты, честно говоря. Я ставлю 25. Нам надо из 10 ставить. Ну, Куда больше уже. Это просто по мне, вот мне вот такого больше по душе, вот реально. Как будто Оно прям вот- вау. Да, кстати, реально, оно такая прям, еще раз повторюсь, сексуальная. Я тоже ставлю так 25. Вот эту песню я готов переслушать, и я не устану от нее, это точно. Да. Она прям классная, приятная на слух, вокал просто шикарный. Мне очень понравилась рэп-часть, если честно. Кто второй рэпер там вот был последний, вот его голос прям вау! А мне припевы Покупаю. понравились. Мне припевы понравились. Вот так вот. Видели этот тренд в ТикТоке? Типа берешь карточку такой. Вот. Не, реально классный трек. Следующий. Блин, я уже в ожидании, потому что... Блин, я вообще не знаю, что ожидать, вот серьезно. После Уже- первого трека я вообще офигел. Не, я после всех треков на самом деле. Фит? Опа, давайте. Слушай, что-то народы начнется. Көңіліңе қараппын күйіне сәйіліп мана болсам жамандарға жолымады кешке жақын үйге барсам мамамысың менде амал бар ма сөйле Такое радио, да?
классная, уже мне нравится. Блин, это песня просто для машин Вот я и говорю, это для машины Вот так реально. просто. На дискотеке танцевать, вот так. Пойди около прыгать, отвечаю. Слова понимаешь? Сначала понимала. Реально, где-то в такси можешь ехать, он на фоне играет. Что было сказано? А? Как это сказано? Вот, видно. У нас талантливая молодежь, и вот это мне нравится. То, что люди не боятся показывать свое творчество. И вот пацаны это живой пример. И это вот достойно восхищения. Блин, классно. Вау, мелизмы хорошие, классные. Знаешь, еще такое ощущение, будто я ее уже знаю, знаешь? Охота сразу подпевать. Кстати, да, насчет этого. Она реально знакомая. Такой бит просто знакомый, и он такой прям, который можно, я не знаю, такой бит не то, чтобы можно услышать везде, а просто под него вот как раз-таки все и танцуют А у меня везде. есть ощущение, то, что каждый артист, музыкант, он по-любому восхищается, у него есть человек, от которого он берет вот эту мотивацию для создания какой-то песни. Так что неудивительно то, что мотив более знакомый, но приятный. Для меня лично не сам мотив трека, а именно биты. Они такие прям... Кочевые. Да, и... Но ну, это не устареет, я это уверен. это, кстати, да. Вот эта песня, она точно не устареет. Она будет долго. Но я лично ей поставлю 8 из 10, потому что она мне показалась такой монотонной. Если в остальных песнях был такой какой-то некий пубух, сюрприз, а тут она какая-то монотонная для меня. Но мелизмы очень классные. А я поставлю 9 из 10, потому что кочевая песня. До этого я говорил, что я обожаю кочевые песни. Я не знаю, в смысле, сейчас как это ассоциируется в стиле уже у молодежи, там, да, у молодых людей. Раньше это называлось прогрессив хаус. И я думаю, что этот стиль достаточно устарел уже. Хотя из всех этих предыдущих треков я считаю, что именно это могло бы стать хитом. Я поставлю 7. Поскольку полный провал по аранжировке. Аранжировка выбрана неправильно. Это мое мнение. Аранжировку нужно было сделать вот в попсе нынешнего времени. И эта песня стала бы радийным хитом, как мне кажется. Так, давайте пару слов скажем про трек. Он такой, радио, да? Такое ощущение, что радиотрек, он будто может на фоне где-то тамақ істеп жатқанда, там, жинап жатқанда фонда ойнить. Он даже не мешает, так, он просто так дополняет пустоту, так скажем. Это в машине едешь, вот, но я бы, наверное, дал... 6. Да, вот 6,5. Что-то почему-то шал болып қалдым да уже ондай бір осындай тректор қиын восприниматься ететін болды ғой. Так. Потом сіздің фанаттарыңыз бізді жеп қоймасын, бұл өзіміз еститін музыка, да, бұл? Этот оценка кішкентай болғандарын айтып отқаным ғой. Outro. Она мне уже нравится. Да, мне тоже уже нравится. нравится. Вот она реально классная. Мне прям...
Шикарная песня, шикарная. Да все уже можно ставить 100 из Блин, 10 да. по факту. Я не знаю, чего мы здесь сидим, да? Это вообще шикарно. Уже хочется петь ее. Офигеть! Как красиво! Переходы такие приятные. Мне нравится эта песня, я ее сохраню обязательно. Так, этот трек реально очень классный. Вау. Даже рэп-часть более такая, знаешь, приятная, такая вайбовая прям. Вау. Я хочу танцевать. Мне тяжело сидеть. И... Вау! Слышишь два голоса? Да-да-да. На заднем фоне, да? Шикарно. Более высокий и низкий соединение это вообще. Вот эта часть вот прям мне нравится, вот эта часть. Классно. Вау. Она реально очень классная. Блин, ну реально, здесь без эмоций, я думаю, здесь не нужны комментарии, просто... О! О, как я люблю такие треки. Вау. Шикарно! Как началось, так и закончилось. Все на одном дыхании. Офигеть! Она классно началась. Классно закончилась. Все рэп-партии Везде классные. Все классно, все классно. Там и вокал, и рэп, вот просто, это же бальзам Шикарная для ушей, песня, просто шикарная мед для песня. ушей. I can't, I like it. Вот Я это не знаю, я покупаю. кто до нас комментировал, кто здесь сидел, что они сказали по поводу этой песни. Ну, лично нам она прям зашла. Она топчик. Она сразу вот Мне здесь очень сильно оказалась. залетел первый трек, второй трек, третий трек, четвертый трек, пятый трек. Вот, скажем, предыдущая песня, я бы поставил ее как хит сначала, ну, с которой бы начинать, если переделать аранжировку, да. То есть первая песня, скажем, для клипа. Вторая песня для клипа я бы поставил именно вот эту песню. В этой песне не к чему придраться мне, я не нашел для себя ничего, никаких отрицательных моментов. Я бы этой песне единственной поставил бы 10. Ее бы поставил второй бы для клипа. Если бы, скажем, как раньше делалось, допустим, 10 песен был бы альбом, скажем так, я бы из этой песни никаким образом бы не делал аутро. Для команды, которая начинает свой путь и выпускает свой первый альбом, нужно продумать такие моменты. С какой песни зайдет команда, с какой песни продолжит и так далее. Из вот этого всего материала последние две песни
мне бы заходили лучше всего. Я бы тогда расположение сделал, что эта песня ставил бы посередине. Не в конце, а посередине. А первая песня стояла бы первой. Ну, в смысле, предыдущая песня стояла бы первой. Это мое личное мнение. В альбоме именно в расположении. Но так как сейчас все слушается на стрим-ресурсах, человек для себя выбирает композицию, ставит там, допустим, сердечко, лайк, и потом добавляет свой список любимых треков, можете выбирать, может весь альбом выбрать, может себе отдельные песни какие-то взять. Поэтому, наверное, это сейчас не такая большая проблема. Ну, это мое мнение. Последняя песня сделана самая клевая из всех. Я, единственное, пытаюсь слушаться в текст. В текст? Да, а так мне нравится трек. 8 по альбому. 8, да? 8. Блин, не знаю, ну она прикольная, но лично для меня андай қиын болып қалды почему-то естуге. Бәрі қиын маған. Я барлығы қиын болады осындай, не знаю. Вот, но 6, 6,5 вообще смело можно. Да. Чё? Просто қиын почему-то миыма кірмей жатыр бұндай. Но мен альбомы шыққан кезде мен тағы да естіп көремін барлық өлеңді. Мен люблю переобуваться, қазір осылай айтамын, ертең басқаша айтамын. Сол тағы да естіп көремін, бірақ оймен и ана өлең аттағандай желі, вот, осы екі өлең маған қатты ұнады, біреуіне 9, вот, екеуіне де 9,5 қоюға да болады, қатты Вот ұнады этот маған. вай прям классный. Да, ой. Ой. Вай. Ой, ладно. Сол екі өлең маған қатты ұнады, плейлистыма екеуі де кетеді. Блин, я не помню, какой мне понравился второй. Вай прям помню И вот точно. Нет, я поставила ему себе кое-что. А. Типа только припев понравился. Мгм. Блин, я не помню. Какая-то еще романтичная была песня. А, это вот она, наверное. Помню, мне прям тоже две понравились. Очень сильно. Все. Все получается. Новые треки в плейлисте будут. Это все?